Доброго времени суток, дорогие телезрители! Мы снова находимся в гостях у Тамары Карпович, которая создает своими руками деревянные изделия, а также дает новую жизнь старой мебели. В предыдущих выпусках вы можете найти, как мы с Тамарой готовили домашнее печенье. Да? Пробуем? Пробуй. Очень вкусно, потрясающе. Тамара, снова здравствуйте. Здравствуйте. Что мы сегодня будем делать? Что это за комод и с чего мы начнем? Сегодня мы с вами будем перекрашивать комод, как вы уже поняли. Комод достался мне от сестры. Вот просто обычный старый СССРовский комод. Так. Вот его крышечка. А, это сверху. Дверки, да. Вот, я сняла двери заранее, зашкурила дырки. Здесь были двойные ручки, будут одинарные. Зашкурила все. Сейчас мы с вами приступим к грунтовке, к покраске, к декорированию и установке дверца на место. Что нам для этого понадобится? Обязательно краска, грунт. Будем обязательно грунтом покрывать. Краску я покупаю обычно белую, на водной основе, и сама колерую их. Создаю сама тот цвет, который мне хочется. И будем вот приделывать такие молдинги с помощью клея. Баночка обязательно, валик и кисть. Кисти я использую всегда только синтетические, искусственные, потому что они не оставляют разводов и не сыпятся. Если брать с натуральной щетиной, то будет не тот результат, который вы захотите увидеть в итоге. Поэтому я советую всем покупать именно такие кисти. Ну все, можем приступать? Давайте. Перед тем, как начать красить комод, мы с вами займемся сначала дверькой и покроем грунтом ее. Вам кисть и мне. Так, давайте. Немножко макаем кисть в грунт и начинаем влево-вправо. Для чего нужен грунт? Грунт, он помогает сцеплению поверхности комода с будущей краской. Для того, чтобы она держалась прочно, чтобы не было потом никаких царапин, заломов, трещин. Тамара, расскажите, что это за комод? От сестры вы сказали, да? Да, мне его отдала сестра при переезде в другой город. Я с удовольствием его взяла. Вообще, те люди, которые занимаются перекрасками, они, знаете, сейчас выглядят в новом лице, как, не знаю, как мне муж сказал, поберушки. Мы один раз гуляли с детьми на 202-м микрорайоне на детской площадке, шли мимо мусорки в сторону машины, я увидела там стул. Я говорю, пожалуйста, давай заберем. Давай возьмем. Как? Говорит, с мусорки я не буду брать. Я говорю, ну я возьму, ты не трогай. Да, кстати, есть такое, да? Вот когда появляется увлечение, наверное, такое, это уже само собой как-то. Сейчас очень модно это направление стало. Раньше не было столько информации, как сейчас. Так, мы закончили красить. Сейчас подсохнет, и мы будем с вами клеить молдинги. Так, высушили дверцу. Да, подсохло, теперь время клеить вот такие молдинги. Это обычный плинтус, я его сама разрезала, да. Здорово. Будем вот создавать такую. Какая красота уже получается. Захотелось чего-то интересного, необычного. А как вот идея приходит? Видишь вещь и сразу видишь ее в будущем какой-то? Нет, или это на самом деле нет, потому что это очень такой долгий процесс. Бывает такое, что у меня вещь может стоять 2-3 месяца, и я все никак не могу к ней подойти, потому что я не знаю, что с ней делать. Ну, как бы я знаю, что сделать, а какой я хочу видеть результат в итоге, у меня в голове нет этой картинки.
И как только эта картинка в голове складывается, все. Да, рано или поздно все равно приходит, да? Вот. Да, поэтому здесь Время. очень большую роль играет насмотренность. Сейчас такие сайты, вот как Pinterest, различные, тот же самый YouTube. Сейчас столько информации. Раньше такой информации не было. Когда я начинала только этим заниматься, увлекаться, все было... Сейчас чего только нет, да, Да, все согласна. было интуитивно. И сейчас столько мастер-классов устраивают по перекраске, по переделке, по там, лепнине. Очень много всего есть. И это на самом деле классно, что люди начинают заниматься чем-то вот таким новым для себя, открывают что-то новое. Потому что когда ты берешь в руки кисть, мне кажется, те, кто хоть раз взяли в руки кисть и действительно начали прям вот красить с душой, с любовью, перекрашивать что-то, они ее на всю Все, жизнь да, в с руке и кистью уже, оставят, да, навсегда, наверное. Да? А у вас вообще в квартире, в доме много вещей, которые сделали своими руками именно? Пока нет. Есть, но пока нет, потому что мы живем здесь совсем недавно. Живем только 3 года. И у меня, видите, стены до сих пор без обоев. Да, я их кстати. были, я их сняла. Специально. Будучи на 9-м месяце беременности мне они начали угнетать, мне они разонравились. Это вот что значит творческая душа. И вот мы 8 месяцев живем вот с С такими голыми белыми стенами, стенами. можно сказать, да? Но мне очень нравится, мне очень То нравится. есть, получается, можно сказать, что и здесь, и дом, и ваша мастерская, все вместе, да? Да. Как бы и свой Да. уголок. Да, здесь мы живем, я здесь и творю, и все на Это свете. здорово, да, здорово. А потом мы будем красить, или они остаются белыми? Нет, мы будем полностью их перекрашивать. Так, клей мы используем момент, да, быстро сохнущий. Да, клей момент. Клей, вот рабочие материалы, как сейчас, такой огромный выбор, такой огромный ассортимент, что ты порой просто не понимаешь, что именно тебе покупать. И ты теряешься во всем этом, потому что и цены разные. Есть хороший клей там и за 700 рублей, и за 1000, и за 2000. И ты вот не знаешь, куда тебе податься, что тебе делать. Но, Какой выбрать. да, но здесь главное изучать хорошо то, чем ты будешь пользоваться, потому что не каждый клей подойдет для какого-либо материала. То есть свойства клея, для чего он предназначен, нужно изучать обязательно. Ну, опять-таки у нас много информации доступной, да? Да, которую конечно, можно конечно. учитывать, знакомиться, смотреть обзоры, ну и что-то выбрать в итоге Да. для себя подходящее. Так, теперь ждем, пока высохнет. Да, Сохнет. ждем, пока высохнет, где-то минут 5-10, так как это клей момент, высохнет очень быстро. Так. Краску я создаю сама. Это самый мой любимый момент, потому что, во-первых, это очень долгий, очень такой нудный процесс для кого-то, может показаться кому-то, но мне очень нравится, потому что я покупаю краску большими объемами, баночка, скажем, 2,5 литра, разливаю по маленьким емкостям и сама создаю, вымешиваю тот цвет, который я хочу получить. Соединяете цвета, Да, колерами, делаю разные выкрасы, смотрю, нравится мне или нет. И пока краска, тот цвет, который я увижу в банке, с моей картинкой в голове не сложится, я могу вот вечно сидеть и переделывать эту краску. Но на самом деле это очень классный и очень волшебный момент. Краску я заранее подготовила. Она какого цвета, можно сказать? Бежевый. Бежевый, да? Светло-бежевый. Светло-бежевый цвет. Вот вам кисть. Молочно-бежевый как будто. Да, и можно тоже начинать красить. Так, также легкими движениями, да? На кисть много не набираем. Хорошо промазываем все места, особенно там, где мы приклеили. Ой, какой приятный оттенок, прямо тепленький такой. Я полюбила этот цвет. Раньше я любила все темное. Когда мы жили на квартире еще, у нас вся мебель, все было темное. А тут, наверное,
все-таки свой дом как-то повлиял, да? Природа, ну, частный дом, Ну, рождение детей, может быть, перемены Да, какие-то. и вообще, в принципе, за темной мебелью ухаживать намного сложнее, чем за белой, Мгм. чем за светлой. И переехав в дом, я поняла, что я не хочу больше темную мебель, я хочу светлое, Мгм. потому что темное, оно очень сильно съедает пространство, очень сильно. Мгм. Поэтому и оно давить со временем начинает давить. Вот на меня это так именно и подействовало. У нас были темные обои, Мгм. на меня прям они так сильно начали давить, что я вот не вытерпела и сорвала их. Ну вот как творческому человеку, наверное, захотелось цветов, да, все-таки. Да. Темный цвет, я думаю, для любого, так или иначе, со временем начнет как-то. Он надоедает, Ага. да, он приедается, и уже некомфортно начинаешь чувствовать себя в такой среде. И вот я потом после темного перешла к белому цвету. И вот Тамара живет с белыми стенами. Да. Ага. И совсем недавно вот я полюбила, открыла для себя именно вот этот цвет. Бежевый такой, разных Очень оттенков. красивый цвет, прямо. Да, он И такой. вот его же нельзя назвать однозначно, что он Мгм. бежевый. То есть Мгм. и с помощью колера можно намешивать огромное количество цветов, какой тебе душе угодно. Поэтому я, когда мешаю краску, я могу часами сидеть, днями, если мне не нравится, переделывать. Вот для этого комода я 4 раза переделывала краску. Так. Вот не нравится мне не то, что у меня в голове, не та картинка совсем. Мгм. И переделываю заново. И вот так на 4-й раз только у меня получилось. И эта дверька будет вот светлого цвета, вторая дверька, которая будет снизу, она будет чуть темнее. То есть у нас другого, получится да? градиент такой Мгм. немножко. Точно такой же цвет, только оттенок чуть-чуть темнее совсем. Поэтому, думаю, будет смотреться очень... Уже придумали, куда поставите комод? Да, Где его место? да, пока комод будет стоять в зале, радовать мои глаза внизу, всегда на виду, потому Первое что основное время я Пока провожу Тамаре на не первом захочется этаже. перекрасить его еще в какой-то Да, другой. либо убрать его куда-нибудь. Да, Заменить это чем-то точно. другим. Вот этим это и прекрасно, что ты можешь с легкостью в любой момент, когда ты захочешь, перекрасить. Мгм. То есть тебе не нужно жить всю жизнь с пониманием того, вот как раньше наши там бабушки, мамы покупали вот эти стенки, может, помните, на всю стену вот эти серванты. Да. И всю жизнь они стояли. И они вот стоят вот этим грузом. И, с И мы ними ничего не росли сделать. рядом Да. с этими И огромными переросли шкафами. уже их, они до сих пор там у многих стоят. Хрусталь Да, да. внутри. Мгм. А сейчас я смотрю, что делают с этой мебелью, как ее переделывают, там отрезают, что-то там ножки ставят. Это же классно. Перекрашивают. в конце Вторичное потребление. Сейчас все болеют за нашу экологию, потому что действительно люди начинают об этом думать. И вот именно в этой области вторичное потребление как-никак вот кстати оно подходит, потому что чем выкинуть эту мебель? Ее можно перекрасить. Конечно. Если вам не нравится, как вот она была просто идеально ровной, мы сюда приклеили вот эти плинтуса. Уже совершенно другой вид, и уже нельзя сказать, что этот комод был когда-то вот таким. Да. В следующий раз можно это отклеить, приклеить что-то новое, как-то украсить по-другому. И опять комод это будет совершенно другим. Никто не скажет, что когда-то он был вот таким. Поэтому здесь уже как фантазия разгуляется. Что ж, теперь мы опять-таки ждем. Да. Да? Эфир ожидания у нас просто Да, получается. да, ждем. Так, пока подсохнет, примерно сколько требуется времени? Ну, часа 2. Час. Для первого слоя час-полтора будет достаточно. А слоев сколько? Пока не уйдет вся темнота, пока будет ровная идеальная поверхность, слоя с 3-4, наверное.
поводу грунта. Грунт можно использовать любой марки, какую хотите. Это уже на ваше усмотрение. Цены варьируются от 500 до 3000. В общем, на вкус и на кошелек. Грунт можно наносить валиком, можно кисточкой, как угодно. Я вообще за кисти. Я не люблю работать валиками. Вы мне Так, поможете? пожалуйста, конечно. То, что остаются разводы, это ничего страшного. Это все закрасится краской. По желанию грунт можно наносить в несколько слоев. Я так не делаю. Я вообще проводила опыты, перекрашивала и с грунтом, и без. И знаете, когда красила без грунта, меня, в принципе, результат порадовал. У меня есть тумбочка, которой уже 2 года, она покрашена без комода, без грунта. Без грунта. Да, без грунта покрашена. И краска держится на ней отлично. Ничего не слазит, ничего не царапается. То есть, если я ногтем проведу, царапин явно никаких не будет. А грунт рассчитан именно вот на это. Так, а грунт одним слоем, да? Или в несколько? Ну, по желанию, вообще Зависит от производители мебели, может быть. Производители советуют, рекомендуют красить в несколько слоев. Мы будем красить сегодня в один. Да. Еще я рекомендую грунт использовать тем, у кого темная мебель, вот как у меня сейчас, она позволяет сократить расход краски. То есть, если мы сейчас будем комод перекрашивать в белый цвет, если бы не было грунта, то мы бы красили в 5-6 слоев. А так мы покрасим в 2-3. Краска хорошо ляжет. Экономим, да? Да, экономим краску. Так, и ждем, пока подсохнет. Да. Сколько примерно минут? Ну, сохнет час. Это в естественной среде, зависит от температуры и климата в доме. Но мы будем помогать искусственно, будем сушить феном, чтобы ускорить процесс. Но вообще лучше пусть сохнет естественным способом. Я только за это, потому что искусственно можно повредить. Многие начинают фен слишком близко подводить и тем самым портит грунт, портит поверхность. Ну все, комод покрыли грунтом, теперь его можно сушить феном. Мы подсушили феном комод, и теперь можно приступать к покраске. Корпус комода будет белого цвета. Когда поверхность ровная и гладкая, я предпочитаю красить валиком, но я все равно люблю красить, конечно, кистью. Но здесь валик справится лучше всего, потому что он будет более точно прокрашивать и быстрее намного. Поэтому для валика используем специальную ванночку. Набираем вот так. Выдавливаем лишнюю краску, немножко придавливаем валик и можем приступать к покраске. Крашу я именно краской, которая на водной основе. Если брать краску на алкидной основе, то это точно не для внутренних работ, она очень сильно будет пахнуть.
Поэтому на водной основе идеально Кстати, вообще спасает. запаха никакого. Да, он минимальный совсем. Учитывая то, что у меня 2 детей, мне никак нельзя работать с лакокрасочными материалами, которые имеют какой-либо запах. Поэтому я пользуюсь вот на водной основе. Самое немаловажное, что она гипоаллергенная. И, конечно, я выбираю краску моющуюся, чтобы можно было спокойно протереть, помыть, не бояться этого, что что-то сотрется, что-то заляпается. Поэтому к выбору краски тоже нужно подходить с умом, не покупать просто так. И обязательно читайте, для чего именно эта краска. Для металла одна, для пластика другая, для дерева совершенно другая, для кирпича другая. Есть, конечно, универсальные, сейчас в моду входят меловые краски. С помощью них перекрашивают все что угодно. И пластик, и дерево, и кирпичи, и бетон. Вот поэтому, но если вы покупаете какие-то другие краски, то надо очень внимательно к этому относиться. Мы покрыли первым слоем наш комод, наше основание, да, краской. К сожалению, нам совсем не хватает времени, чтобы полностью перекрасить весь комод. Но если вы нанесете 2, 3, 4 слоя еще дополнительно, то у вас получится вот такая гладкая поверхность, совершенно другой цвет. Смотрите, старого цвета совсем не видно, краска полностью перекрыла старый цвет. Так, но основа у нас будет белая, да, Да. в итоге Да. мы решили сделать в разных цветах, Да, да. оттенках комод. Ну, действительно очень красиво. Пробуйте, красьте. Если у вас есть дома старая мебель, и она вам совсем надоела, а нет возможности купить новую, обязательно красьте, потому что это прекрасное занятие. И вас новая мебель перекрашена обязательно будет радовать, и вы с теплом будете на нее смотреть совершенно и новым взглядом. И пользоваться ей, да? Да, Я да. тоже, я думаю, не стоит бояться, нужно пробовать. И в итоге методом проб и ошибок мы все равно придем, Экспериментировать. да, к Да. итоговому результату. И будет у нас красота. Что ж, на этом наша программа подходит к концу. Спасибо, Тамара. Спасибо большое. Дальнейших творческих идей, воплощения. И спасибо Спасибо за гостеприимство. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.